Добрый день, это канал «Свобода Премиум». Тут Ганна Соус у Празе и на видеосувязі з Женевы письменник Саша Филипенко. Добрый день, Саша. Добрый день. Самая гучная, одна з самых гучных навінаў апошніх дзён. Вы прапанавалі кіраўніку міжнароднага камітэту Чырвонага крыжа Петэру Маўрэру наведаць беларускія турмы, на што вам адказалі, што ў арганізацыі на гэта няма адпаведнага мандату. J'apprécie ce que Sacha Filipenko fait en tant qu'écrivain, mais je pense qu'il est aussi clair que nous n'avons pas de mandat hors conflit de visiter des prisons. Donc tout ce que le CICR fait dans le monde, dans des endroits où il n'y a pas de conflictualité, où les conventions de Genève ne sont pas applicables, se fait en consensus et en négociation avec les pays correspondants. C'est comme ça partout dans le monde. Donc, c'est un peu illusoire de nous demander l'accès aux prisons alors que c'est loin hors mandat du CICR. Ці ёсць у вас спадзеў на тое, што адрасныя публічныя звароты, шматлікія публічныя звароты да кіраўніцтва гэтай міжнароднай арганізацыі дадуць вынік, дадуць плён, як гэта адбылося ў выпадку з Міжнароднай федэрацыяй хакею? Я твердо убежден, что результат будет. Может быть, он будет не такой четкий, мы не увидим, как это было с чемпионатом мира, когда мы поняли, что чемпионата мира не будет, да, невозможно его проводить. Но все-таки, несмотря на то, что президент Красного Креста заявляет, что у них нет возможности, там дальше куча протокольных вещей, все-таки они не могут не реагировать, потому что, во-первых, большой скандал с тем, что белорусский Красный Крест занимается фальсификацией выборов, вообще занимается совсем не тем, чем должен был бы заниматься, да. И, конечно, в связи с этим Красный Крест, который во многом думает о своей репутации, должен будет предпринять какие-то действия, разговаривать с белорусской стороной и провести внутреннее расследование. Они, безусловно, будут проводить внутреннее расследование. Другое дело, что они могут проводить его сколько угодно долго, да. Сейчас люди, которые находятся в белорусских тюрьмах, они не могут ждать годами, пока будут проводить какие-то расследования в Красном Кресте. Я надеюсь, что они услышат, что это несет огромные репутационные потери для Красного Креста. Это, конечно, первое, что их может подтолкнуть. И потом лично То гуманітарная арганізація – это і асноўны прынцып, так? Но як не зважаць на тое, што адбываецца ў Беларусі? Я думаю, что они, к сожалению, тут такие, знаете, несколько вопросов. С одной стороны, они не до конца понимают, что происходит в Беларуси. С другой стороны, Красный Крест, к сожалению, так как мы находимся на одной планете, сложно чем-нибудь впечатлить. И они, к сожалению, каждый день сталкиваются с горем. Если вы находитесь в Женеве, вот на площади перед Дворцом наций, там разбиты палатки людей из разных стран, активистов, которые призывают обратить внимание на то, что происходит в их стране. И это, конечно, страшное место в том смысле, что ты понимаешь, что-то происходит в Бахрейне прямо сейчас, ужасы происходят в Индии прямо сейчас, ужасы происходят в Китае и так далее, там, в Индии. И среди этого есть еще и Беларусь, которая тоже призывает обратить на себя внимание. В этом смысле, конечно, я понимаю, что у Красного Креста много разных вопросов, но таких вопиющих вещей, я думаю, мало стран в мире, где бы было столь вопиющее, да, происходило. И это вопрос, который можно будет, если Красный Крест будет бездействовать и никак не обратить внимание на то, что происходит в Беларуси, мы можем задать вопросы донорам, большим спонсорам Красного Креста, европейским донорам, а стоит ли вливать такое количество денег в организацию, которая, например, в Беларуси научилась хорошо зарабатывать, когда людей изгоняют с заводов и требуют, чтобы они давали проценты от своей зарплаты, когда от школьников требуют, чтобы они платили взносы в Красный Крест. И на выходе мы понимаем, что мы платим взносы для того, чтобы эта организация фальсифицировала выбор. Поэтому все эти вопросы теперь Красному Кресту известны, и в любом случае они могут отреагировать. Если раньше они могли сказать, что они не знали об этом, то теперь они в Женеве совершенно точно знают обо всем, что происходит в Беларуси. И хотя они говорят, что организации горизонтальные и что они не могут никак повлиять на белорусский Красный Крест, и что это почти независимая организация, они, конечно, могут повлиять, они, конечно, консультируются, они, конечно, общаются. Я думаю, что в ближайшее время мы увидим какие-то результаты первые.
Была падобная камунікацыя са старшынём міжнароднай федэрацыі хакею Рэне Фазелем у выніку агульных намаганняў самых розных бакоў правядзення чэмпіянату свету па хакею Менску было скасаванае. От з таго досведу, абапіраючыся на яго, якую мову, якія аргументы чуюць і разумеюць чыноўнікі такога ўзроўню, як да іх дагрукацца? Я думаю, что скорее, знаете, в этом смысле работает хорошо все вместе европейское общество, потому что, к примеру, когда я задавал свои вопросы Рене Фазелю, когда они выходили в Allgemeine Zeitung, не только было это открытое письмо, но немецкие журналисты, которые работают в Allgemeine, они дублировали эти вопросы на тот случай, если вдруг по какой-то причине Рене Фазель, который сказал «я такие письма», он, в общем, сказал примерно то же, что сказал Мауре. Фазель сказал «я такую ерунду не читаю» в ответ на вопрос одной швейцарских журналистов, которая спросила, читали ли вы письмо. И на тот случай, когда он скажет подобные вещи, редакции посылают эти же вопросы, повторяют от себя. И в этом смысле он не может не реагировать. Если наши горе-чиновники могут позволить себе не реагировать или реагировать, когда они захотят, хотя мы видели, что Белорусский Красный Крест отреагировал. И на 5 марта на сайте Белорусского Красного Креста появилось письмо, в котором они объясняют, что они очень долго хвалят себя, первые 4 абзаца, а после этого они рассказывают, что, да, конечно, недопустимо, и всем сотрудникам Белорусского Красного Креста всегда рассказывают о недопустимости занятий политикой, и вроде как предприняты, у них вышел новый какой-то декрет, какие-то там правила игры, по которым теперь совершенно точно нельзя будет заниматься политикой. И они приняли его в ноябре 2020 года, что говорит о том, что вроде как раньше можно было заниматься, да, на парламентских выборах 2019 года и 2020 года. Поэтому в этом смысле, возвращаясь к вашему вопросу, я скажу, что достучаться можно. Мне повезло, что у меня есть голос в европейской прессе, и что меня слышат, и что, там, наверное, я нахожу какие-то интонации, которые не остаются незамеченными. Но гораздо важнее, что их подхватывают. То, что мне помогают, и это европейские журналисты, и это наши народные посольства по всему миру, потому что тоже письмо президенту Красного Креста было сразу переведено на множество языков, и с этим письмом я знаю, что в Швеции белорусы отправились в шведский Красный Крест и в других странах. И, конечно, когда это по всему миру поднимается один и тот же вопрос, его сложно не замечать. И, конечно, в первую очередь, как бы это плохо не звучало, я не думаю, что в Красном Кресте Международном очень думают о Беларуси. Они в первую очередь думают о своей репутации, о том, что они организация, которая должна заниматься помощью. А дальше они не могут не ответить на вопрос, почему вы занимаетесь политикой. Саша, вы сказали, у вас есть голос. Сапраўды, ваши романы пераведены на десятки моваў свету, калі я не памыляюсь, вас читаюць у Европе. И это вельмі моцны инструмент. Вы один можете, это такая ваша война, ваше змаганне за мирные перамены, якое вы вядзеце. А калі вы вырашылі гэта зрабіць, што стало триггером, што стало штуршком, што вы зразумелі, што з дапамогай вашай вядомасці, ну тым больш вы аўтара роману «Чырвоны крыж», вы можете гэта рабіць. Як гэта пачыналася все? Ну, мне кажется, что это началось, когда я писал еще только на русском языке. «Бывший сын» написан давно, и это только сейчас его переводят здесь после Красного Креста в Германии и там в Японии и еще где-то. Просто, ну, условно, у меня не было возможности. Что касается именно этих писем, то меня возмутило поведение европейских чиновников и функционеров. Меня возмутило, когда Фазель сказал, что чемпионат мира в Беларуси нужно проводить, потому что все равно ничего не изменится. И меня это возмутило, и я понял, что я могу написать письмо, которое публикуют в европейской прессе. С президентом Красного Креста у меня была встреча в Москве, на которую он меня пригласил, сказал, что ему очень нравится моя книга, что президент Швейцарии ему порекомендовал мою книгу, и он хотел говорить о литературе, на что я ему сказал, что мне не очень интересно говорить
с ним о литературе, мне интересно обсудить ситуацию в Беларуси. И мне показалось, что в этот момент нашей беседы он потерял всякий интерес к нашей беседе, потому что ему нужно было, чтобы пока я был человеком, который написал книгу, в которой Красный Крест выставлен в положительном свете, те моменты, которые я описываю, Красный Крест действовал действительно хорошо, хотя не нужно забывать, что в этот же момент, например, мы знаем, что австрийские лагеря Матхаузен были построены частной компанией, одним из совладельцев которой был эсэсовец, который к тому же работал в Красном Кресте и использовал членские взносы Красного Креста на строительство кооперационного лагеря. Да, и об этом тоже нужно говорить всякий раз. Поэтому, когда я увидел, что функционер совершенно не заинтересовался тем, что я ему говорил, это наш первый, до того, как письмо, может быть, не появилось, если бы меня услышал на нашей личной встрече президент Красного Креста, если бы он сказал, да, мы, безусловно, сделаем все, что там, мы можем, и все, что от нас зависит для того, чтобы проинспектировать белорусские тюрьмы, то не было бы никакого письма, но не было никакой реакции. Более того, мне показалась эта реакция совершенно непозволительная по отношению к ситуации, которая происходит сейчас в Беларуси. И это вопрос не того, что там я как-то лично хочу свести счеты с президентом Красного Креста. Мне совершенно все равно, кто это, как и ему, я думаю, совершенно все равно, кто я. Просто мне хочется, чтобы работали механизмы, и чтобы, если происходит что-то совершенно недопустимое, и мы не можем справиться с ситуацией в Беларуси, чтобы как-то нам в этом смысле помогли организации, которые должны этим заниматься. Я же условно не прошу там ту же компанию «Шкода» или компанию «Невея» войти в белорусские тюрьмы. Я прошу это сделать организацию, которая должна и может это сделать. У сваім журналісцкім, у сваім асабістым жыцці я толькі адзін раз сустракалася з Чырвоным крыжам. Я пра гэтую історыю хочу расказаць. Я рабіла інтэрв'ю са Святланай Алексіевіч. Год таму быў пачатак пандэміі. Яна выказала жаданне дапамагчы грашыма старым людзям у складанай сітуацыі. Мы папрасіла яна мяне дапамагчы знайсці арганізацыі, праз якія вот эту адрасную дапамогу можна аказаць. На той момант іх было не шмат, і адна з іх это была якраз арганізацыя «Чырвоны крыж», і ў рамках якога аказваецца сястрынская дапамога вельмі старым людзям. У Алексіевіч тады былі сумневы, ці дойдзе да адрасатаў яе ахвяравання, і мы знайшлі людзей на нізавым узроўні, выканаўцаў, якія непасрэдна гэтай дапамогай займаюцца, і яна перадала пэўную суму грошай. А пасля чаго і мне, якая ёй крыху дапамагала вот у гэтай справе, і самой Святлане Алексіевіч, патэлефанавала Вольга Мычко, яна генеральны сакратар беларускага таварыства Чырвонага крыжа. Яна была і дэпутаткай палаты прадстаўнікоў. І так тон гэтай размовы, сама размова мяне здзівіла, яна была недобразычлівая. Мы не пачулі падзякі, а вот мяне яе чыталі, чаму не папярэдзілі, не ўзгаднілі, што яна хоча гэтыя грошы даць. Яе не задаволіла тая частка інтэрв'ю, дзе Алексіевіч сказала пра свой досвед, калі дабрачынная чарнобыльская замежная дапамога ідзе чыноўнікам на рамонт кабінетаў, а не непасрэдна людзям, каму яна патрэбная. Ну і так ёй не спадабалася таксама, што Алексіевіч хоча пракантраляваць, ці атрымалі старыя людзі дапамогу, якую я перадала. Святлана Александровна не стала гэта даводзіць да нейкага канфлікту, але так яна сказала, што больш мне потым прыватна, што больш у нас этой арганізацыі ніякай справы не будзе мець, але ў яе і не было ілюзій па праўдзе. Проста гэта была арганізацыя, якая сапраўды ў некаторай ступені старым людзям дапамагала. Ці вы калі-небудзь у тым жыцці, якое пражылі ў Беларусі, ці пазней сутыкаліся з прадстаўнікамі ці з дзейнасцю Чырвонага крыжа, акрамя таго, што працавалі ў архівах? Нет, и потом в архивах Красного Креста я работал в Швейцарии, а не все архивы, которые нам нужны были, они как раз находятся в Женеве. Я работал с швейцарским архивариусом. А в Минске я только проходил мимо дверей Красного Креста. Я был знаком с сотрудниками Московского Красного Креста, Российского Красного Креста, да, которые тоже как-то проверяли, когда вышла книга, не написал ли я чего-нибудь не того про Красный Крест, но тогда они остались довольны. И это тоже, знаете, очень интересно, потому что
когда президент Красного Креста встретился со мной в Москве, это было, по-моему, в октябре, и он несколько раз переносил встречу со мной, объясняя, что у него важные встречи с Мишустиным и с Лавровым, и на меня это должно было произвести, наверное, какое-то большое впечатление, что это такие большие люди, я должен подождать в стороне. И, собственно, встреча была, там, с одной стороны, конечно, там, заход был с того, что он хотел поговорить про литературу, а с другой стороны, они хотели, чтобы я выступал в Женеве в каком-то форме, вот сейчас в марте или в апреле, со своей книгой, которая, собственно, рассказывает о том, какой чудесный и прекрасный был Красный Крест в переписке с Советским Союзом. Но как только вышли сейчас все мои статьи и вопросы, это желание Красного Креста международного отпало, и никаких встреч со мной под эгидой Красного Креста не происходит. И мы видим, как большая организация, да, которая, в общем, должна быть заинтересована в какой-то здравой критике для того, чтобы становиться лучше, она оказалась как-то совсем не готова к этой критике, и мы поняли, что про Красный Крест можно говорить или хорошо, или ничего. Ну і сітуацыя са Святланай Алексіевіч вас, напэўна, не здзівіла. У той момант якраз яны вельмі прасілі і шукалі ахвяраванні на пандэмію і на валянтёраў, і яна была чалавек, якая сама прынесла гэтыя грошы. Нет, с учетом того, что Белорусский Красный Крест – это, конечно, не независимая организация, а совершенно провластная организация, с учетом того, что министр здравоохранения Республики Беларусь возглавляет Красный Крест Беларуси, у меня нет никаких удивлений по этому поводу. Мне кажется, что только так они могли себя повести. Вы казалі пра тое, што будзеце шукаць выхад на спонсара ў Чырвонага крыжу, калі не будзе ніякіх зрухаў. А хто ўвогуле ў вашым спісе людзей, каго вы будзеце, я б не сказала, атакаваць, заклікаць, звярнуць увагу на Беларусь, ускосна не падтрымліваць беларускі рэжым? Ёсць у вас гэты спіс людзей, якія неўзабаве прачытаюць адкрытыя лісты ў сусветных СМІ ад імя вядомага пісьменніка Саши Филипенко? Как раз нету такого списка, и я совсем не хочу никого атаковать, и более того, у меня нет желания писать эти открытые письма, у меня есть желание помочь всем белорусам, да, сейчас как-то из этой катастрофической ситуации выбраться. Мне хочется, чтобы людей отпустили из тюрьмы, чтобы Саша Василевич не сидел в тюрьме, чтобы Мария Колесникова и другие люди немедленно вышли из тюрьм. А если они находятся в тюрьмах, то мы должны сделать все, чтобы настолько, насколько возможно, облегчить их пребывание там, да, и в этом есть миссия Красного Креста. Поэтому это же не вопрос какого-то шантажа Красного Креста, если вы чего-то не делаете. Я не прошу от Красного Креста сделать больше того, чего они могут. Я прошу сделать от Красного Креста только то, что они должны делать, то, для чего они существуют. Красный Крест существует не для того, чтобы фальсифицировать выборы в Беларуси. Он был основан в Женеве в 1846 году не для этого. И, в общем, как-то не вопрос того, что мне хочется кого-то атаковать. Мне просто кажется важным донести информацию до Красного Креста, что если вдруг они не хотят заниматься своими делами, и если вдруг они считают возможным зарабатывать деньги так, как они зарабатывают их в Беларуси, я не думаю, что это большие деньги, но это все равно какие-то дотации, которые принудительным путем получаются. Мы как общество считаем это недопустимым. И, безусловно, европейское общество и европейские страны считают это недопустимым. И, безусловно, швейцарцы считают это недопустимым. И здесь вообще довольно много критики в адрес Красного Креста по многим причинам, каким-то там много каких-то было ситуаций, в которых Красный Крест мог бы повести себя лучше. И в этом смысле это просто вопросы, которые все мы должны задавать. В этом нету, мне кажется, что это, может быть, для нас, для Беларуси, это еще какой-то такой новый, что ли, метод, да, каких-то открытых писем или чего-то такого. Я не вижу в этом ничего нового или современного. Мне кажется, что это очень понятно. Там, если я занимаюсь журналистикой, я ровно это и должен делать. Я должен задавать эти вопросы. Если я пишу книжки, там, так как я их пишу, я задаю вопросы там, более общего характера. Здесь и сейчас мы должны проговорить это, исправить эту ситуацию. И люди, которые причастны к фальсификации выборов, безусловно, должны ответить и должны понимать в следующий раз,
что это совершенно недопустимая ситуация, да, что делать этого нельзя, и что невозможно. Здесь есть какой-то комплекс проблем, которые нужно, мне кажется, решить, проговорить и сделать так, чтобы они больше никогда не повторялись. И там, в случае с Красным Крестом, чтобы Красный Крест занимался только тем, чем должен заниматься в Беларуси. Ці вы будете пісаць, магчыма, вы ўжо пішаце раман на падставе тых падзеяў, якія адбываюцца на працягу апошніх там 7, 8, 9 месяцаў. Калі так, то які жыццёвы канфлікт, якая гісторыя магла бы быць асновай такой канвой раману? Это сложный вопрос, потому что я много лет пишу другой роман, и он исторический, опять как «Красный крест». И, конечно, меня время от времени подмывает сорваться и написать все про Беларусь. С другой стороны, я понимаю, что сейчас про Беларусь будет написано очень много романов, и в этом смысле в тебе начинает играть какое-то писательское эго, и тебе не хочется быть в ансамбле, и если ты понимаешь, что будет много написано, то не хочется этим заниматься. С той стороны, я думаю, что, конечно, очень важно, если сейчас без кокетства, то очень важно, чтобы было написано много книг о Беларуси современной, о том, что сейчас происходило. Я, например, призываю всех, я не думаю, что кто-то меня послушает, но, с другой стороны, мне кажется очень важным, чтобы сейчас все белорусы вели дневники, потому что это будет одно из самых важных, их не обязательно публиковать, но будет здорово, если сейчас все будут вести дневники, а потом через какое-то время у нас будет возможность читать эти дневники, потому что это документы эпохи, и дневники, как правило, очень много говорят нам о времени, когда это какой-то отдельный взгляд одного человека. Я уже написал пьесу, в котором, условно, по-моему, по условиям контракта с театром я не могу пока ее рассказывать, но она должна выйти вот-вот в Санкт-Петербурге, и это будет судебный процесс, полностью посвящен событиям 2020 года в Беларуси. Должна премьера там произойти совсем скоро, поэтому там какой-то первый какой-то вот, там, не знаю, отклик, отзыв, какой-то свой внутренний я уже сделал в этой пьесе, но мне не хотелось, как раз мне хотелось обсудить вопросы, которые перед нами встанут через 5 и 6 лет. Мне хотелось поговорить о том, как мы будем склеивать общество, какие вопросы будут подняты позже, не столько фиксация. Это, с одной стороны, эта театральная постановка, это такая попытка, так как она выйдет в России, потому что совершенно невозможно представить себе, что она выйдет в Беларуси. Например, сейчас должна выйти премьера «Бывшего сына» в Беларуси, и нет ни одной сцены, которая согласилась бы свободному современному художественному театру поставить ее, поэтому я вообще не знаю, где ее будут играть сейчас. А это какая-то это другая пьеса и попытка, с одной стороны, рассказать российскому зрителю, который будет смотреть в Ютубе этой пьесе о том, что у нас происходило, напомнить, а с другой стороны, попытаться все-таки вот уже сейчас начать думать о вопросах, которые совсем скоро перед всеми нами станут. Я глядела першы месяц мірнай рэвалюцыі, ваше вялікае інтэрв'ю на «Дождь» Сіндзеева з вами рабіла пра беларускую рэвалюцыю. Вы тады, калі я не памыляюся, назвалі яе маральна-этычнай рэвалюцыяй. Мінула уже даволі шмат часу, сітуацыя змянілася. Як вот цяперашні этап гэтага працэсу вы вызначылі як пісьменнік, як грамадзянін, як публіцыст? Я по-прежнему твердо убежден, что у нас морально-этическая революция. Мне кажется, что по-прежнему требование людей не изменилось. Люди хотят новых выборов, люди хотят, чтобы перестали их похищать на улицах, пытать. Люди хотят, чтобы были освобождены политзаключенные, чтобы люди, которые ни за что сейчас получают, мы видим, что сейчас находятся, вот мы сейчас на пике репрессий находимся в Беларуси, маховик запущен, всем прямо дают дела каждый день, и просто государство пытается всех запугать, посадить, всех, кого может, заводить новые дела, чтобы не допустить новой весны. Мне кажется, что в этом смысле, там, если использовать метафору футбольного матча, то мы сыграли первый тайм, и сейчас перерыв, и у нас впереди второй тайм, в котором, наверное, обе команды начнут очень осторожно и начнут присматривать друг к другу, да, потому что все пытаются не допустить
если продолжать в терминологии футбола, не пропустить контратаку какую-то решающую, но я твердо верю в то, что мы все равно победим или в дополнительное время, или в серии пенальти. Совершенно точно белорусское общество победит, потому что иначе не может быть. Не может просто группа людей, которая захватила власть, терроризировать целую страну. Какое-то время может, но я надеюсь, что это будет недолго, и даже люди, которые находятся сейчас внутри этой группировки, поймут, что далее недопустимо, что все, чего хотят белорусы, там какие-то очень простые, элементарные требования. И весь конфликт сейчас у нас в стране только от того, что один человек не захотел попрощаться с властью, и люди к нему приближенные. Там. Мне, например, все равно, кто будет следующим президентом Республики Беларусь, мне важнее запустить механизмы того, чтобы это начало работать. Я хочу, чтобы были выборы, на которых белорусы проголосуют за того, за кого они хотят. Мы ведь не знаем, у нас Тихановская набрала так много не потому, что все белорусы голосовали за Тихановскую, да, это очевидно, а потому что белорусы голосовали против одного человека. И в этом смысле я бы хотел, чтобы у нас случились выборы, на которых каждый сможет проголосовать так, как он хочет, а я бы смог проголосовать против всех. Вы былі ў Менску падчас найбольш масавых пратэстаў, мірных пратэстаў. Я бачыла вашы фота, бачыла вашы каментары ў сацыяльных сетках тады. Памятаеце сваё адчуванне? Якое оно было? Што вас тады найбольш уразіла? Ці адчувалі вы сябе максімальна шчаслівым у той момант, якога не было ніколі ў вашым жыцці? Что засталося от тых дзён? Ну, во-первых, этот момент можно сравнить, я все-таки был в 2010 году на площади тоже, и этот момент можно в какой-то степени сравнить. Конечно, это было не так масштабно, но тогда, по мере той Беларуси, по мере того, как тогда выходили люди, события площади, они тоже произвели на меня сильнейшее впечатление, я описывал их, и, собственно, они меня подтолкнули к тому, чтобы я написал «Бывшего сына». Конечно, это большое счастье видеть столько людей, которые выходят на улицы, и то, что это мирный протест, и то, что это люди, которые выходят мирно, отстаивают свои какие-то элементарные права, они просят просто, чтобы посчитали голоса, чтобы бюллетени не уничтожали после того, как прошли выборы. Зачем, если вы выиграли, вы гордитесь своей победой, зачем уничтожать, как, не знаю, там, если мы сегодня говорим о спорте, то это как выиграть в Олимпийских играх и потом сжечь свою золотую медаль. Зачем это делать? И в этом смысле это, конечно, было какие-то прекрасные ощущения, когда мы видели единение, солидарность и большая радость. И, наверное, мы все немного заблуждались тогда, что это получится быстро и как-то форсировать мы сможем эти события. Но вот мне кажется, что сейчас нам всем нужно перевести дух, и очень важно оставаться теми же, кем мы были летом, быть теми же ребятами, которые открыты, которые шутят, потому что мы не нарушаем никаких законов, мы живем в своей стране, мы хотим просто, чтобы нас уважали, чтобы наше мнение уважали, мы хотим просто, чтобы считали голоса, чтобы это было очень смешно. Там, в сам день выборов я не был в Беларуси, мне друзья звонили из Минска, потому что не было интернета, спросить результаты голосования. Мы хотим жить в стране, где результаты голосования можно узнать в своей собственной стране. Для этого не нужно по межгороду звонить. Дзякуй вялікі. Гэта быў беларускі расійскі пісьменнік Саша Філіпенка, які лічыць, што вось у гэтым этапе мірнай рэвалюцыі ў Беларусі адыграны першы тайм, і цяпер мы ў перапынку і чакаем другога тайму. Дзякуй вялікі вам. Спасибо большое. Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.